Дети – цветы жизни, так гласит известная поговорка. Но на момент рождения у родителей всегда возникает масса вопросов. Как вести общение с ребенком, в каком возрасте лучше отдать в школу. На эти и многие другие вопросы решил ответить заслуженный учитель Гапар Мадаминов. Он открыл школу для матерей, где рассказывает о ценности образования, о важности воспитания детей в атмосфере веры, поддержки и справедливости, а также о влиянии морально-психологической атмосферы семьи на ребенка. Гапыр Маматкулович – автор около 15 книг. На протяжении 25 лет он обучает не только детей, но и их родителей. Это одна из ведущих школ Кыргызстана. Оттуда выпускаются талантливые дети. Все удивляются, каким образом так обучают. Главная цель обучения – это сохранить человечность и зажечь свет там, даже где он не горит. Многие считают, что школа должна дать воспитание и не участвует в образовании детей. Но это не так, ведь интерес к образованию зависит от атмосферы в доме ученика. Школа матери – один из самых уникальных проектов в стране. Он был основан 23 года назад в приграничном селе Джангеджер Баткенской области. Сельские мамы откладывают быт и повседневные дела на второй план, чтобы пойти учиться, где им поведали о важности знаний и науки. Все эти ценности были изложены в специальном пособии «Родители для вас». Я в этой школе проучилась полгода и увидела много плюсов. К примеру, как преуспеть ребенку в школе, какая у него должна быть комната и даже как выбирать книги. Раньше мы полагались только на учителя. Я поняла, что это неправильно. Заниматься обязательно нужно и дома. Нужен строгий контроль со стороны родителей. Так я стала замечать, что с момента обучения мои дети стали активнее и имеют большой интерес к знаниям. По словам Гапыра Маматкулова, качество образования в стране хромает. Проблема заключается не только в уровне образования школьников, но и в компетентности студентов, которые оканчивают вузы. Ухудшается это тем, что время интернета вносит свои коррективы в образовательный процесс. Как рассказывает заслуженный педагог, для повышения интереса молодежи к образованию в первую очередь знания должны быть у родителей. Я бы хотел, чтобы данная методика она изучалась каждым родителем, потому что основа всего воспитания или всего образовательного процесса – это воспитание в семье, это первое образование. Он в любом случае получает у себя дома от родителей, и поэтому я думаю, очень важно, чтобы каждая семья, каждый родитель прошел этот курс и взял себя на вооружение, чтобы завтра воспитать достойное будущее нашей страны. Проблемы в образовании заботят и учителей. Они признают, ученики обучаются по устаревшим, сохранившимся советских времен программам, и нет прогресса в этом направлении. По мнению преподавателей, сегодня общество нуждается в современных информационных технологиях и свободно владеющих языками молодых людях, умеющих выражать свои мысли. Мирима Албекова, Адилет Марспеков, 5 канал.